Так, мы начинаем. Доброе утро, коллеги, все те, кто к нам присоединился. Сегодня мы поговорим о возможностях портала госуслуг. Тема, как я понимаю, не новая, все вы в ней, думаете, разбираетесь, но тем не менее есть какие-то новости, какие-то изменения, о которых мы сегодня и поговорим. Единый портал госуслуг начал свою деятельность в 2009 году, а полномасштабное функционирование этого портала датируется 1 апреля 2010 года. Именно тогда на портале появилась возможность регистрироваться гражданам Российской Федерации и получать государственные услуги в онлайн-режиме. На сегодняшний день портал госуслуг представляет собой крупнейший в Российской Федерации информационный ресурс по оказанию государственных и муниципальных услуг. Он превосходит иные порталы сразу по нескольким показателям: по числу зарегистрированных пользователей, по количеству размещенных на нем услуг. Свой подраздел на портале имеет каждый субъект Российской Федерации, а также каждый федеральный орган исполнительной власти. По данным Минцифры, число пользователей госуслуг выросло за первое полугодие 2022 года до 97,5 миллионов пользователей. И ежедневно порталом пользуются 9,5 миллионов человек. Количество пользователей мобильного приложения госуслуги превысило уже 70 миллионов человек. Запуск мобильного приложения состоялся в 2012 году. Ну и какие преимущества использования портала мы знаем. Ну, главное преимущество – это круглосуточная доступность. То есть вы в любое время дня и ночи, в воскресенье, выходные или будние дни можете получить доступ к этому порталу. Это получение услуги из любого удобного для вас места. Это сокращение числа документов, которые вы должны представить. Потому что большое количество разнообразных справок вообще не нужно собирать, подавать вместе с документами. Чиновники запрашивают их друг у друга самостоятельно в электронном виде. И, кстати, при работе, когда вы заполняете какие-то либо заявления или обращения на портале госуслуг, если у вас вдруг появились неотложные дела, портал можно смело закрывать. Введенная информация, которая вы уже сделали, она сохраняется в черновиках, и в следующий раз вы продолжаете работу с того места, с которого закончили. Это быстрота получения услуг, получение результата за меньшие деньги, если бы вы ходили к чиновникам самостоятельно. Это получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме. То есть возможность получить полную информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и так далее. Это отсутствие очередей, возможность отслеживать статус поданных запросов, то есть информирование граждан ведется на каждом этапе. Это присутствие службы поддержки, возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки, в том числе и через интернет, если у вас какие-то трудности возникли. Это встроенная система оплаты. Это очень удобно оплачивать свои штрафы, пошлины. Это отсутствие коррупции, так как заявитель напрямую не обращается в ведомство для получения услуг. Это фиксированный срок получения услуги и возможность обжалования результатов получения услуг. Ну, если мы имеем преимущества, то есть, конечно, и недостатки. К ним можно отнести труднодоступность для людей, которые плохо ориентируются в интернет-источнике. Множество разделов и подразделов легко запутают неопытного пользователя. Это бывает заторможенный обмен информацией между сайтом и госучреждениями. Порождает это все какое-то количество более мелких проблем. Например, несвоевременное снятие штрафов, несвоевременная подача заявлений. Наверное, у вас тоже были случаи, например, вы не могли зарегистрировать свой автомобиль, потому что штраф, оплаченный через портал госуслуг, несвоевременно не дошел до, например, до ГИБДД, и у вас нет возможности это все сделать вовремя.
Бывает плохая отлаженность работы сайта, связана с онлайн-заполнением различных документов, и как следствие невозможность исполнения многих предоставляемых услуг. Часто подвисание сайта, сбои, вылеты, какие-то технические неполадки. Это вы, наверное, тоже заметили, когда был поток большой заявлений на детские пособия, и тогда сайт госуслуг просто рухнул. Ну и достаточно острой проблемой является отсутствие развитой технологической сети в нашей стране, то есть, иначе говоря, процесс информатизации затрагивает не все регионы России. Ну и чтобы мы сразу перешли к документам, к порталу госуслуг, чтобы иметь возможность обратиться и подать заявление о получении государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен на портале зарегистрироваться, то есть создать свой личный кабинет. Это сделать достаточно просто. Нужно один раз потратить время на регистрацию и заполнить свои анкетные данные, которые включают информацию о ваших документах. Что удобно, что при получении той или иной услуги данные документы будут подгружаться в бланки автоматически. Личный кабинет – это связь с государством, через него вы будете общаться и обращаться за госуслугами, получать сообщения от ведомств. Если, например, в заявлении на получение услуги будет ошибка, то сотрудники ведомства напишут вам в личном кабинете и помогут ее исправить. Очень важно знать, что пароль от портала госуслуг никому нельзя доверять. Это как пароль от вашей банковской карты. Регистрация на портале возможна несколькими способами. Если кто на портале уже достаточно давно, с момента его открытия, то вы помните, как было сложно и долго там зарегистрироваться. Когда код активации на портале приходил на почту, это была не электронная почта, а Почта России, это все занимало какое-то время. Сейчас возможно зарегистрироваться на госуслугах тремя способами. Вот они здесь представлены. Это онлайн через банк, занимает буквально 10 минут. Подойти лично в центр обслуживания, это вот так называемые многофункциональные центры, или при помощи номера телефона или электронной почты. Но при этом способе вам придется обратиться все равно к специалистам МФЦ, чтобы у вас была подтвержденная учетная запись. Но самый вот, наверное, простой через банк. Здесь представлено уже большое количество банков, с помощью которых вы можете зарегистрироваться на портале госуслуг. Количество банков постоянно добавляется. Например, если у вас есть карта Сбербанка, то вы с помощью мобильного приложения или через По Сбербанк телефону на работе, да? это сделать. Вот достаточно несложные шаги, они здесь все прописаны. Можно посмотреть вот небольшую видеоинструкцию, как это сделать. Федерации и номер Так-то вроде нормально. Сейчас уже, наверное, скоро закончится.
Ну, подобные шаги и для регистрации с помощью приложений других банков. Но мне подсказывают, что у видео не очень качественный звук, поэтому, если будет необходимость, вы можете самостоятельно на сайте Сбербанка посмотреть видео еще раз. Тем более к нам приходят разные пользователи, это пенсионеры, молодежь быстро соображает, как зарегистрироваться самостоятельно. Поэтому 3 способа регистрации всегда лучше, чем единственный какой-то способ. Куда же еще можно войти с паролем от госуслуг? Имея подтвержденную учетную запись на портале, вы можете получать госуслуги на любом ресурсе, где есть авторизация через ЕСИА. Что это такое? Это единая система идентификации и аутентификации. То есть вы с паролем от госуслуг вы можете зайти и в Пенсионный фонд России, Федеральная налоговая служба, Российская общественная инициатива, зайти на сайт ГИС ЖКХ, это государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, на сайт «Работа в России», общероссийская база вакансий и некоторые другие сайты. Ранее, когда у меня ребенок учился в школе, с помощью пароля от госуслуг мы заходили и в электронный журнал, дневник. Как сейчас это выглядит, не могу сказать, но такая возможность имеется, так что пользуйтесь. Ну, вот мы зарегистрировались, это уже моя учетная запись. Что мы здесь видим? Ну, вы если пользователь уже многолетний, то вы уже заметили, что интерфейс периодически меняется, обновляется сам портал, дополняются, изменяются какие-то услуги, которые вы можете получить. Но все достаточно просто, на мой взгляд. Все популярные услуги, они вынесены на главный экран с категорией государственных услуг. Можно тоже здесь посмотреть. Всегда при заходе в личный кабинет вы обращаете внимание, где вы территориально, как вас определяет. Потому что в данный момент у меня стоит привязка к Сыктывкару, поэтому я вижу услуги, которые доступны для моего региона. Если вы хотите посмотреть услуги, например, в другом регионе, которые предоставляются, вы можете выбрать регион вручную и посмотреть. Так, например, интересует категория здоровья. Что мы видим? Вот как раз выделены популярные услуги. Естественно, это запись на прием к врачу. Было несколько лет информации, что это самая популярная запись. Ну, наверное, каждый из нас не единожды прибегал к возможности записаться на прием через портал. Но не всегда, конечно, бывает это как положительный опыт, не всегда это удается сделать, но тем не менее такая возможность есть. И что хорошо, здесь сразу выделены услуги, которые доступны для нашей республики. Также по любым категориям даются популярные услуги, можно посмотреть их все, и которые услуги предоставляются для нашего региона. Что хочется сказать? Из последнего, например, да, не так давно, но это уже, в принципе, почти год, на портале госуслуг появился цифровой помощник, робот Макс. Вот так он выглядит. Чтобы найти необходимый раздел, нужно ввести запрос, и помощник подберет подходящие услуги. Например, мы хотим записать ребенка в детский сад. И Макс нам предлагает различные варианты. Порядок записи, зачисление распределения, почему может измениться место в списке. И вы уже кликаете на то, что вас интересует,
И уже вам выдается карточка услуги, которую вы можете заполнить. Что в карточке услуги мы можем найти? Мы видим, что услуга предоставляется бесплатно, есть какая-то краткая информация о ней, есть алгоритм действия, пожалуйста, что необходимо заполнить и какие указать данные заявления и так далее, и так далее. Кнопка «Заполнить заявление», делайте, тем более если у вас уже данные подгружены, данные свидетельства о рождении ребенка, ваши какие-то данные, это все уже будет в заявлении автоматически добавлено. Удобно, несомненно. Далее как бы пользователь просто отвечает на вопросы Макса, а уже версия этого сервиса подсказывает, какие нужны документы, что с ними делать, какие сведения нужно вводить. Также не так давно появилась для наших молодых граждан услуга, или даже не услуга, а пушкинская карта. Все вы, наверное, знаете, у кого есть дети среднего школьного возраста и старше. 1 сентября 2021 года стартовала вот такая уникальная программа для школьников, студентов и молодежи, которая позволяет бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия по всей России. Пушкинская карта – это не сам как бы проект госуслуг, но для того, чтобы им воспользоваться, ребенок должен иметь подтвержденную учетную запись, быть зарегистрированным на портале госуслуг. Пушкинская карта – это проект совместный Минкультуры, Минцифры и Почта банка. Как раз она позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ну, как можно принять участие в программе? Это зарегистрироваться, подтвердить свою учетную запись, установить мобильное приложение госуслуги «Культура», получить пушкинскую карту, можно получить виртуальную или пластиковую карту платежной системы МИР, выбрать мероприятие из афиши приложения и купить билет. Участвовать могут люди от 14 лет до 22 лет включительно. Номинал карты повышается. Если он был в прошлом году, по-моему, 3000 рублей, то в этом году он уже 5000 рублей. Из них то 2000 рублей можно потратить на билеты в кино, на фильмы, которые входят вот в данную программу. В основном это, конечно, фильмы, которые произведены на территории России. Удобно, удобно. Это у кого есть дети, которые увлекаются и ходят в театр, музей, на какие-то культурные учреждения, это хороший такой способ сэкономить. Отлично. Из последних новостей. Информацию, как я говорила, можно увидеть о новых услугах и наиболее популярных на главной странице сайта. Ну, например, вот не можем обойти внимание частичную мобилизацию. Как вы знаете, с момента такого запуска сервиса очень много уже по информации в средствах массовой информации на госуслугах заявки на добровольное участие в специальной военной операции подали более 2000 человек. Вот что может рассказать портал. Кого могут мобилизировать? Пожалуйста, есть вся информация. Какие-то возрастные ограничения, освобождение от призыва, кто может получить, отличия. И есть еще 6 вариантов, какие вот могут вас заинтересовать. Все-таки эта тема довольно актуальная. Так что смотрите, читайте, сообщайте о проблеме, потому что можно подать здесь же жалобы в случае ошибки при мобилизации. Гражданин при такой ошибке может обжаловать решение. Так, и вот возможность, если у вас какие-то были ограничения, нарушены ваши права,
то, пожалуйста. Тем более заявление может подать как сам мобилизованный, так и его родственники за него. Заявителю понадобится указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки, документы, которые подтверждают основания для отсрочки. Заявление будет направлено в региональную комиссию по разбору жалоб. Такие комиссии созданы при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляет главу субъектов, и ваше заявление будет рассмотрено в короткие сроки. Что может появиться в скором времени на портале госуслуг? Это буквально буду цитировать. По информации от 1 сентября 2022 года Минцифры предложила расширить возможности госуслуг за счет сервиса для идентификации личности пользователя, при помощи которого можно быстро подтвердить личность, когда это требуется в бытовых условиях. В качестве возможных сценариев рассматривается, например, подтверждение права бесплатного проезда, покупок в магазине с необходимостью подтверждать возраст, посещение различных мероприятий с ограничениями на вход и офисных центров с пропускной системой. Как отмечают в ведомстве, сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто постоянно привык пользоваться смартфоном. При этом цифровое решение не заменит основной документ. Как заявляет глава Минцифры Максут Шадаев, в рамках нескольких проектов, таких как борьба с ковидом, Пушкинская карта, карта болельщика, опробирована технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. И им кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации. Список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит правительство. Это еще пока все в стадии рассмотрения. Пилотом регионом, где впервые запустится сервис, может стать Москва. В дальнейшем может это распространиться и на всю Россию. Важным нюансом, как отмечают в ведомстве, станет то, что доступ к QR-коду будет возможен даже в офлайновом режиме, что снизит риск остаться без возможности идентификации в местах, где неустойчивый доступ в интернет. И вторая предлагаемая инновация касается работы с персональными данными. Сегодня гражданин не имеет возможности оценить объем представленных им согласий и какими данными он разрешил оперировать той или иной структуре. Минцифры предлагает собрать все согласия на обработку данных в единый реестр на портале госуслуг. В случае, если этот проект будет реализован, пользователи смогут видеть все отданные согласия на обработку своих персональных данных, получить информацию о том, когда и кому они были представлены, видеть состав персональных данных, хранящихся в организации, и контролировать их удаление. Потому что сегодня зачастую мы не помним, кому давали согласие на обработку персональных данных и не имеем возможности их отозвать. Вот. С расширением функционала портала такая возможность появится. Если кто-то... Сейчас минуту. Ранее на портале появилась возможность оформлять ДТП по Европротоколу без заполнения бумажных документов. Такая функция была реализована в приложении госуслуги «Авто». Она дополнила достаточно широкий набор возможностей от хранения цифровых копий документов на автомобиль и до оформления купли-продажи. Ну вот тоже здесь же с помощью бота можно посмотреть, при каких условиях можно оформить ДТП по Европротоколу, порядок оформления и так далее. Как можно оформить Европротокол на одном и двух устройствах, фотофиксация, размер компенсации. То есть очень много полезной информации на портале госуслуг появляется. Что важно? Для тех, кто еще раздумывает, например, стоит ли оформлять или перенести на на следующий год оформление, например, загранпаспорта, я советую поторопиться.
Потому что с 1 января 2023 года будет отменена автоматически предоставляемая скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал госуслуг. То есть, если вы оформляете биометрический паспорт, который будет служить вам 10 лет, госпошлина составляет 5000, то вы на следующий год при оформлении такого паспорта вы все 5000 и должны заплатить. Если вы этой возможностью воспользуетесь в этом еще году, то 1500 вы себе сэкономите. А если, например, семья из 3 человек, то экономия получится существенной. Как сообщает Минфин, вот такая мера по предоставлению 30% скидки, она была временная. Если раньше любой россиянин, который желал заплатить через госуслуги за регистрацию автомобиля, бракосочетание, получение загранпаспорта и иных каких-то услуг, был уверен, что получит эту 30% скидку, то теперь ее этого лишат. Напомню, что такую скидку ввели с января 2017 года. Она изначально была установлена до 2019 года, и ее потом неоднократно продлевали. Но поскольку предложение о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023 и 2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки, поясняет ведомство. В правительстве убеждены, что такая вот отмена не повлечет массового оттока пользователей с портала госуслуг. Но что важно знать, при этом отмена этой льготы не коснется 50% скидки на уплату штрафов. Так что это останется. Это тоже не может не радовать. Еще одна новинка, которая появится на портале госуслуг. Агентство «Автостат» 7 октября сообщило, что на портале госуслуги запущен сервис, который будет информировать автовладельцев об отзывных компаниях автомобилей в Российской Федерации. Оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» в ваших документах в личном кабинете есть данные о машинах, и эти данные проверены ГИБДД. Специалисты пояснили, что в сообщении, которое поступит в личный кабинет на портал госуслуг, будет обязательно указана причина отзыва автомобиля. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и так далее. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией. Отзывной мониторинг будет осуществлять Росстандарт. Если у кого еще не введены данные о своем автомобиле, автомобиль был куплен новый, то, возможно, есть смысл внести это данные в документы. Какие же документы наиболее востребованные? Какие, вернее, услуги самые востребованные на портале? К сожалению, данных за 2022 год я не нашла, но топ услуг, согласно запросам граждан на 2021 год, вот такие. Информирование о состоянии индивидуального пенсионного счета. Это абсолютный чемпион по количеству запросов. За неделю более 750 тысяч граждан отправили запрос о состоянии их индивидуального счета в системе обязательного пенсионного страхования. Я советую такой запрос делать тоже периодически, особенно тем, кто, скажем, предпенсионеры, чтобы могли контролировать всю информацию, которая имеется, потому что она будет иметь при выходе на пенсию большое значение. Тем более эта услуга, прям за пару минут вы можете ее получить, не надо ждать. Второе место – это регистрация автомототранспортных средств и прицепов. Она насчитывает более 250 тысяч запросов граждан. Третья услуга, которая в списке, это запись ребенка в детский сад. Она также набрала более 250 тысяч запросов. Эта данная услуга позволяет подать заявление не в более чем 3 организации, одно основное и 2 дополнительных.
Кроме того, после подачи заявления вы также можете проверить свое место в очереди, нажав на кнопку «Проверить», посмотреть очередь. Так что это тоже отличная возможность. Предоставление информации о государственной социальной помощи. На 4-м месте более 200 тысяч граждан оставили запрос на получение информации о доступных им социальных услугах и социальной помощи. К ним относятся обеспечение по рецептам необходимыми медицинскими препаратами и медицинскими изделиями, а также продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Кроме того, при наличии медицинских показаний предоставляются путевки в санатории для лечения. И запись на экзамен на право управления транспортным средством и выдачу водительских удостоверений завершает этот тур. Как известно, для получения водительских прав необходимо не только пройти обучение в автошколе и сдать там экзамен. Самой важной частью является сдача экзамена непосредственно в ГАИ. И через услуги выбрать день и подать заявку гораздо проще, чем приехать в госавтоинспекцию. Так что пользуйтесь и делайте свою жизнь проще. Когда у вас в личном кабинете привязаны ваши паспорт, свидетельство о рождении детей, данные о машине, загранпаспорте и так далее, вы всегда можете посмотреть в личном кабинете, есть ли у вас штрафы, нет ли задолженностей. Например, часто бывает, когда вы собрались на отдых, не проверили свою задолженность, и вас не выпустили, например, на отдых, отдыхом омраченным, семья расстроена. Так что смотрите, следите за этим, особенно когда собираетесь, например, в поездке. На главной же странице портала госуслуг есть тоже все вот новые их новшества, с которыми вы можете ознакомиться. Если, например, у вас муж, сын болельщики, то карта болельщика, которую можно оформить, вся информация здесь тоже представлена, что такое карта болельщика, как ее оформить, в каких регионах она доступна. Есть и видео, то есть вся необходимая информация здесь представлена. Пожалуйста. Портал госуслуг представлен на всех, во всех сетях, это и ВКонтакте, Одноклассники. Всегда можно зайти и посмотреть, какая информация дается. Ну и в том числе, например, и против есть видео с их какими-то услугами, которыми вы тоже можете ознакомиться. Пожалуйста. Тоже как оформить европротокол, как проверить задолженность у приставов, как подать заявление на поступление в вузы и так далее, и так далее. Информации много, она полезна, так что всегда смотрите. Еще хочу показать, чтобы вы не забывали, и про сайт «Мои документы». Это сайт многофункциональных центров, и вы всегда тоже можете туда обратиться, посмотреть, например, где находятся центры и офисы в вашем городе, в вашем населенном пункте, посмотреть график работы. Можно посмотреть все услуги, которые предоставляют эти многофункциональные центры. Пожалуйста, все услуги, популярные услуги, услуги, которые предоставляются в электронном виде. Также услуги выбрать, например, по жизненным ситуациям, по ведомствам, кто может быть получателем этих услуг и так далее, и так далее. Не сказала еще вот об этом, что сейчас, сейчас, минуточку, это у меня, да,
Это я зашла под собой, поэтому не могу показать. Информация на госуслугах есть для разных категорий пользователей. Это и физические лица, это иностранные граждане, это юрлица и партнеры, которые тоже можно ознакомиться. Возвращаясь к сайту «Мои документы», здесь можно записаться, предварительно сделать запись на прием в МФЦ. Эта услуга была наиболее востребована во времена коронавирусных ограничений. Это тоже сделать несложно. Вы выбираете место. Я буду смотреть по Сыктывкару. У нас несколько пунктов возможных. Выбрать услугу. Ну, допустим, услуга по жизненным ситуациям, утрата документов. Выбрать интересующую меня дату. Выбрать время посещения. И все, вы в назначенное время подходите, и уже без всяких очередей вас принимают. Тоже также можно сделать при посещении центров ваших населенных пунктов. Что еще можно здесь? Хочу обратить внимание на единую справочную службу. Телефон многоканальный 8 800 282 12. Чем он удобен, что большинство обращений, опять же, на запись к врачу именно идет через эту справочную службу. Более 70% звонков именно для того, чтобы записаться. Консультация доступна и на русском, и на коми языках. Телефон бесплатный. Ваш звонок будет бесплатным как с мобильного, так и с городского телефона. Пользуйтесь, всегда это удобно. По этому же телефону вас не только запишут к врачу, но и проконсультируют по той услуге, которая вас интересует, о сроках, о необходимых документах и так далее, и так далее. То есть всю консультацию вы тоже можете получить по этому телефону. Вы здесь же в личном кабинете можете проверить статус своих заявлений. И немаловажно, вот такая еще возможность, есть выездное обслуживание. Нередко бывает, что это или молодая мама не может прийти в многофункциональный центр, либо инвалиды, или пенсионеры, или занятые люди. Есть возможность, когда такой многофункциональный центр приедет к вам. Тоже также заявку можно оформить по телефону. Есть категория пользователей, которым оказывается такая услуга бесплатно. Это ветераны, инвалиды, герои Российской Федерации и так далее, и так далее. Вот здесь они все перечислены. Есть перечень граждан, кто такую услугу предоставляет, и размер платы за выезд к заявителю. Тоже можете посмотреть свои населенные пункты, куда едут и сколько это будет стоить. Пожалуйста, перечень достаточно большой, цены разнятся в зависимости от дальности и так далее. И можно здесь же скачать реквизиты для предварительной оплаты, чтобы к вам приехали. Ну и всегда интересны вопросы и ответы. Возможно, уже какой-то интересующий вас вопрос задавался другими людьми. То есть можно всегда посмотреть на какие-то вопросы, ответы. Пожалуйста. Всегда это можно сделать на сайте «Мои документы». Так, что еще хотела вам сказать? Но если какие-то будут вопросы, я всегда рада на них ответить, потому что много приходят, много спрашивают, как зарегистрироваться. Поэтому спрашивайте. Можно спрашивать по электронной почте travel@nbrk@mail.ru.
и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну, это, наверное, все, что я хотела сказать про портал. Тем более, я думаю, что вы им пользуетесь постоянно. Вот так. На сегодня у меня все. Всем спасибо. Всего хорошего.